ты выбираешь эту профессию, и тогда вырабатываешь характер. Знаете, вот умение, понимаете, умение бороться с собой, со своими слабостями, умение вовремя собрать себя. Иногда кажется, что вот, как-то не получится, ничего, сомнения мучают, как это. Потом вдруг в последний момент что-то происходит, собираешься, какие-то соскребаешь все свои ресурсы, возможности, выходишь и что-то делаешь. Ну, представьте себе, ну что такое, если не будет вот силы, какой-то энергетики и вообще ничего. Вот выйти, сотни людей сидят в зале, да, смотрят на тебя, ты один выходишь, и как? Если ты не имеешь какой-то силы внутренней, стержня, характера, как вот это выдержать, держать публику, сделать свою работу хорошо, замечательно, и при этом быть обаятельной, красивой, и привлекательной, и все. В общем, настолько концентрация сильная очень в одном человеке в этот момент происходит на сцене, что если в тебе нет вот этого стержня, силы, какой-то возможности, умения собрать себя, ничего не получится. Прекрасный вокал и пластика – идеальное сочетание для амплуа героини в оперетте. В Белорусском академическом музыкальном театре студентке консерватории Людмиле Станевич сразу же предложили главную роль. Она поступила в труппу в 1982 году. Пик ее карьеры пришелся на 90-е. На сцене она Розалинда, Марица, Теодора, Сильва. Яркие образы, калейдоскоп эмоций и ощущение нескончаемого праздника. Ходить по знакомому городу или открывать для себя новые места. Вглядываться в детали, замечать красоту линий и оттенки цветов. Самые интересные путешествия происходят только, когда вы способны смотреть на мир с любопытством и открыты удивительным событиям и историям, которые этот мир приготовил для вас. Вступительным экзаменом в консерваторию мне приснился сон. Сольное пение – самый главный экзамен наш. И мне приснился отец, уже покойный. Он уже только вот ушел пару месяцев назад, ушел из жизни. И он у нас там дома, в моей деревне, стоит стол посередине магазина какого-то. И он выходит с другой стороны, ставит бутылку шампанского и рассыпает по столу дорогие конфеты шикарные. Посмотрел на меня, улыбнулся, ни слова не сказал и ушел. Я проснулась. Я просыпаюсь и рассказываю своей тете, я тогда у нее жила на время экзаменов, рассказываю ей, вот такой сон. Она говорит, ты поступишь, он тебя уже поздравил. А он очень хотел, чтобы я училась дальше. Он очень хотел. Я говорю, папочка, как я буду учиться? Тебя не будет, кто мне будет помогать? Мама инвалид. А он говорит, доченька, ты поступай. Встретишь хороших, найдутся добрые люди, помогут. Ты поступи. Людмила Станевич выросла в небольшой деревне Несета Могилевской области. Музыка окружала ее с самого детства. Почти все родственники, как по линии отца, так и по линии матери, владели музыкальными инструментами. И все праздники сопровождала игра настоящего семейного ансамбля. Дедушка мой, он, будучи играя на цимбалах, в Первую мировую войну попал в Венгрию и купил себе скрипку на рынке. И, будучи молодым человеком, взрослым, научился играть на скрипке сам. Ну, как он играл, естественно, самоучка, но он играл на скрипке. Он настраивал инструменты. Я маленькая, когда росла в их себе у бабушки до 7 лет, так я пела и танцевала под его музыку скрипичную. Дедушка играл на скрипке, один из братьев на баяне, другой на цимбалах, а мама была ударной, она играла бубен, маленькая совсем была, еще маленькая была. И все, был такой оркестр, они зарабатывали деньги, да, в то время на свадьбах, на каких-то мероприятиях деревенских, они всегда замечательно выступали. Отец играл на домбре, когда уже был взрослым человеком, в деревне существовал оркестр народных инструментов. Представьте себе, деревня была большая, хорошая, и он играл на домбре. Так что музыкальная семья. Но поскольку в деревне не было музыкальной школы, я не получила музыкального образования, о чем очень жалею всю жизнь, и это мне очень мешает.
Вот, допустим, брату моему купили баян, хороший баян. Он поиграл, а немножко и потом бросил. А на меня уже денег не хватило купить пианино. А я хотела только на пианино играть. Стал вопрос выбора профессии. Я просто с ума сходила, я не могла выбрать. Рисовать я любила, я оформляла зал, мне очень нравилась оформительская работа такая. И нравилось петь. Я оформляла зал, потом тут же на этом вечере выходила и пела. И в общем-то, мне нравилось то и другое, и отклик был хороший. И мне говорили, вам надо петь, они говорят, вам надо рисовать. Понимаете? И я с ума сходила, я не могла никак решить. Но потом уже все-таки думаю, я не имею музыкального образования, ну куда я пойду? И стала поступать в Бобруйское художественное училище. Конечно же, 15 человек на место, девочка из деревни. Ну, конечно же, я не поступила. Там поступали дети, внуки художников, люди, которые занимались детки в студии. Чтобы потом еще по-новому поступать, я решила остаться год поучиться. Профессия была отделка мебели. Так что я еще имею профессию отделочник мебели 3-го разряда. Когда я училась в этом училище, я стала заниматься художественной самодеятельностью. Русский сарафан, кокошник, запевала в хоре, пела сольные песни. Причем я пела народной манерой. Пела песни Зыкиной, Воронец, Руслановой. Вот эти все, связки были крепкие, голос низкий был. И я так голосила прилично. Это народные манеры. Ей предлагали петь в хоре имени Пятницкого, поступать в художественное училище, но она выбрала классический вокал. Без музыкального образования ее приняли в Молодечнинское музыкальное училище, после которого Людмила Станевич поступила в Минскую консерваторию. Альма-матер. Здесь я проучилась 5 лет. И сразу в театр с этого заведения. Да, счастливые были годы. Говорят, что лучшие годы студенческие, это правда. Столько здесь пережито, хорошего, плохого. Все было, как в жизни. Но это счастливые были годы. На вокальное отделение набирали небольшое количество человек, 4, 5, 8, в самом крайнем случае. У нас набрали 12 человек. Такой был удачный год, что очень много было хороших голосов, и комиссия не смогла просто устоять. И нас набрали 12 человек. К сожалению, в театре работают немногие, работали, попали. В общем-то, это обычная практика. Кто-то идет на педработу, кто-то идет в какие-то хоровые коллективы, кто-то в театр. Вальс, и только вальс меня пленяет, ласкает, качает своей волной. Вальс, и только вальс меня чарует, волнует, ревнует другим порой. Вальс, и только вальс умеет вечно, беспечно, сердечно сказать о том, все о том, лишь об одном, чего мы ждем и чем живем, и что любовью мы все зовем. И когда было распределение, у нас тогда была практика, мы поехали на ярмарку, которая была, я вспомнила теперь, город Саратов, это было весной. Несколько дней мы там были, и каждый день проходили концерты, собирались режиссеры, дирижеры, просто директора театров. Каждый выбирал, кому что нравится. Подходили и начинали, как сделка такая, купля-продажа. Мы вам предлагаем то-то, то-то, вы согласны вот на то-то и то-то. Допустим, в Кемерово мне сразу предложили двухкомнатную квартиру и 200 рублей. 200 рублей в то время это была зарплата, потому что когда я училась, то я работала в студии
30 рублей зарабатывала, 40 рублей стипендии и 30 рублей еще подрабатывала в лаборантах, поскольку я училась сама, без родителей. Но была одна юбка, одни сапоги, одно пальто, одна шапочка. И так 5 лет. Но пришла в театр, я уже получала 140 рублей сразу на ставку, это уже нормально. Когда тебе все дано, все блага тебе вот выложено на тарелочку, не надо трудиться, все есть. Человек перестает развиваться, он перестает двигаться вперед. А когда тебе все время сложно, тебе все время нужно доказывать, тебе все время нужно выживать, тогда открываются такие ресурсы у человека, о которых мы даже не подозревали. И откуда-то силы берутся, и возможности, и людей встречаешь, и пересекаются, и посылаются люди. Поэтому это правда, это правда. Характер вырабатывается именно в испытаниях. После консерватории ее приглашали многие театры. Она выбрала Белорусский музыкальный. Предложение было не самым выгодным, жить пришлось в общежитии, но хотелось остаться в родных краях. И она помнила, как на сцене именно этого театра, будучи студенткой, она уже играла первую главную роль. Уже на 5-м курсе я вышла в роли Насти в «Бабий бунт» Птичкина. Главная роль там Настя. Бытовая такая роль, не очень большая, но все как положено. Арии, дуэты, все как надо. Классический такой вариант советской оперетты. Евгений Птичкин написал прекрасный «Бабий бунт», он и ныне идет уже в другой постановке. Вот здесь я уже работаю Марфу, роль Марфы. В театре ей пришлось осваивать актерское мастерство, сценическое движение, хореографию. В Академии музыки этим дисциплинам уделялось не очень много внимания. К сожалению, так была выстроена программа обучения, что научный коммунизм у нас был 4 часа в неделю, а вокал 2. А уж актерским мастерством так и совсем. Только на 1-м курсе у нас был 1 год актерского мастерства. Преподавала у нас тогда Изворская Елизарьева. Поэтому мы приходили после консерватории, конечно, очень сырыми в этом плане актерском. Одно дело актерское мастерство в стенах заведения учебного, а другое дело, когда ты приходишь уже в театр, на сцену, зрелый театр, где рядом с тобой опытные актеры работают, которые, конечно, им не очень комфортно с тобой работать, когда ты ничего не умеешь. Сегодня тебе мечтает, а завтра даже видит нежное. Ног твоих и Сибирь, Танголита, Албику. Очень застенчива была и стеснительная. И долгое время краснела, когда с кем-то разговаривала, стеснялась. Вот такое вот воспитание это было, или это просто натура. Но стержень какой-то внутри сформировался. Я думаю, что если бы не он, наверное, не было бы, то я бы не выжила в театре, потому что это жесткая машина, очень жесткая машина, которая просто может проехаться по человеку, не оставив вообще и следа, оставив только мокрое место. Поэтому, наверное, все-таки характер есть. Ну, выработался со временем, с годами, выработался. Я уже могу за себя постоять и сказать могу. Проверить силу характера актрисе пришлось во время поездки в США к родственникам, которые в 1945 году с союзниками переехали за океан. С началом перестройки они нашлись и пригласили ее погостить. Коль уж туда попала, знаете, далеко ехать, но мы решили немножко остаться, подработать там. И там мне послала судьба хороших людей, интересных, знаменитых. Я общалась с ними. Вот Александр Журбин, композитор наш известный. С ним пришлось немножечко попеть, посотрудничать. Есть такой ресторан
клуб существовал тогда, «Русский самовар» на Манхэттене. Там мы с ним немножко пели вместе. Так подрабатывала, по хозяйству подрабатывала. Потом продлила еще на полгода визу, и немножечко подзаработала денежек и пообщалась со своими близкими, родными. Вот и вернулась в театр. Да, были даже проблемы с возвращением. Многим мне не понравилось, что я вернулась. Но опять вот так судьба. Судьба распорядилась, или судьба, жизнь, даже не знаю, что. Я вернулась, опять начала работать в амплуа героинь, ну и потом случился этот переход. Болезненный для многих переход от героинь к характерным ролям. Возраст делает его неизбежным. Каждый ищет свой рецепт преодоления. Но только потом мы понимаем, что все, ставшее частью нашего опыта, может обогатить и даже открыть новые возможности. Сложный этот период, и его нужно каждому актеру пережить. И будучи героиней, центром внимания в спектакле, ну, как бы считается, это ведущий, это герой-героиня, тебе внимание, ты центральный персонаж, ты уже привыкаешь к этой роли, к этому существованию вообще в театре. И потом вдруг наступает момент, когда ты начинаешь понимать уже внутренне, пока только внутри что-то начинает шевелиться, а какое-то такое уже сомнение какие-то по поводу и внешнего своего вида. И хочется еще как бы продлить. И в то же время где-то понимаешь уже, что надо уже, пора собираться, переходить. Это такой период переходный. Но у меня так случилось, что ставился спектакль «Королева Чардаша», то есть это по другим названиям «Сильва». И там два персонажа. И меня главный режиссер вызвал тогда и сказал: как вы, Людмила Ивановна, смотрите, чтобы вам вот перейти уже на характерную роль матери Эдвина. Ну, я, наверное, готовились, что я там стану в позу, как примадонна, начну там что-то. Я восприняла это спокойно и сказала: хорошо, я могу попробовать. Но я была назначена и на Сильву, на персонаж. Я недолго проработала эту роль Сильвы, недолго. И однажды ко мне вот пришло решение. Я зашла в кабинет к директору и сказала: все, не хочу играть Сильву, хочу играть мать Эдвина. Получился мягкий переход. Я перешла не в острохарактерную роль, а возрастная героиня. Все время играя героинь, одно амплуа, зацикливаешься и не знаешь своих возможностей актерских, на что ты способен, потому что только в характерных ролях можно ощутить вообще, что есть актерство. Папочка, мамочка, ну я же обещала, она, может, потому и согласилась, что с побегом. Не хнычь. Найдем мы тебе невесту и без пробега. Без побега, мама. Какая разница? Такие женихи на авеню не валяются. Так и да. «Летучая мышь», роль Розалинды. Я очень любила этот спектакль. Прекрасная музыка. Обожала его. О, Доротея, красавица. Нос на 7 рос, а мне одной достался. Вдруг на меня свалилась острохарактерная роль, причем большая, практически главная роль Доротея. Было страшновато, но любопытство все равно шло впереди. Мне очень хотелось попробовать, очень хотелось доказать. Много любопытства, конечно, движет, потому что так хочется узнать себя. Внутри у тебя что-то вот где-то глубоко живет, вот что-то не дает тебе покоя. Но нет же. А вот я попробую, а я хочу. А вот получится, а вдруг получится. И вот это вот движет. Это юмор, это смешно, это не бояться быть страшной, смешной на сцене, жутко некрасивой. Вот эта вот острохарактерность, она смелость такая, смелость. В
честь юбилея актрисы в театре был показан спектакль «Мистер Икс» по оперетте Имре Кальмана «Королева Чардаша», в котором Людмила Станевич исполнила роль Карлы Шлюмберг. Да я лечу, не могу же разорваться на равные части. Сейчас выпью. Я вижу, как вы летите. Еще один такой полет, и вы вылетите из моего ресторана, как пробка из бутылки. Все мы помним замечательную Богданову Чеснокову, которая делала эту роль в Московском театре оперетты. И как-то сложился такое уже восприятие, стереотип своеобразный такой. Вот такая она должна быть и только такая. И вот как-то захотелось немножечко приблизить к нашему времени, немножечко какие-то стереотипы чуть-чуть так отодвинуть. Захотелось что-то свое сделать, в конце концов. И так выстроен спектакль, что шел в 3 актах, и в 3-м акте начинался с нашей сцены. Практически 3-й акт нам принадлежал полностью. Большие сцены, там, не уходя, как говорится, со сцены, работали эту роль. И когда я работала еще Теодору в этом спектакле, будучи героиней, и мы со своим партнером Алексей Ксаев любил всегда говорить: ну вот, 2 акта мы поем, отдаем все силы, все свое мастерство. И вдруг в 3-м акте выходит Каролина и Пеликан, и все. И мы померкли, и нас нет. Как быстро летит время! А я как сейчас помню. Вы были тогда еще так совсем маленькая-маленькая. Такая пухленькая-пухленькая. Такая розовенькая, как поросеночек. Да, и вот этот поросеночек рос. И выросла такая большая... Что выросло, Пеликан? Говорите громче. Я что-то плохо слышу. Что выросло, то выросло, ничего не поделаешь. Помни, любовь всегда прекрасна. Помни, и в жизни все так властно, только любви хотят сердца. Так зачем разводятся? Помни, когда целуют, Это вкусно, помни, когда не волнуют. это грустно. Помни, что для влюбленных у нас всегда открыта дверь. Образ на сцене. Здесь важна каждая деталь. Актриса внимательно работает с художником по костюмам и готова на любой эксперимент. Необычные акценты, яркие цвета и вызывающие детали, например, шляпка. Почему бы нет? Ведь это игра, которая должна удивлять. Мои коллеги, которые работали эту же персонаж роли, сразу отказались от этого головного убора, а я, наоборот, видела в этом какую-то прелесть свою, и сразу мне это понравилось. Какой-то модерн такой, мне очень нравится, что-то новое, что-то необычное, чтобы зацепить публику, чтобы публике было интересно смотреть. Хочется попробовать все. Всему прикоснуться, где только возможно, даже узнать себя, раскрыть как бы какие-то возможности, которые, может быть, мы не подозреваем. И режиссер не подозревает, и сам ты не подозреваешь в тебе какие-то возможности. Наверное, вот это вот желание все время что-то новое постигать. Вот это вдохновляет меня. Сумерки. Моя любимая пора дня. И колокола звонят так романтично. Время останавливается. Вот этот промежуток между днем и вечером удивительный. Даже краски какие-то приобретают какой-то другой оттенок совсем. Я вот часто ловила себя на этом. И колокола звучат. Это романтично.
красиво. Невозможно узнать, как сложилась бы жизнь, сделай мы когда-то другой выбор. Но всегда можно найти вдохновение в том, что происходит с нами здесь и сейчас. Потому что не бывает плохой погоды, нет плохого времени года или возраста. И лучшее время дня может быть именно этот момент. До встречи!